Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто за вами следит? Кто за вами наблюдает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песок покажет все сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сейчас она скрыта, это мы желаем услышать и узнать. Так, кто за вами следит, кто за вами наблюдает? Ну, вот здесь показывают мужчину с кошкой. Мужчина с кошкой. Кошка — это неприятная, сварливая, агрессивная и очень буйная женщина. Но поскольку тут мужчина с кошкой, я так понимаю, что он в паре, что он в отношениях, либо он даже женат на этой кошке. Этот мужчина с вами в прошлом был достаточно плотно связан, и у кого-то отыграется, что вы даже гнездышко с ним вили. В паре, в браке были, либо это гражданский брак, либо это официальный брак. Но все серьезно у вас было. Я так понимаю, что он ушел, причем ушел по измене, либо вы его сами выгнали. И он от отчаяния связался с этой кошкой. Мужчина за вами наблюдает, потому что ему обидно. Обидно, что вас потерял, либо обидно, что вы его прогнали, был послан вами, да, в самой грубой форме. Прям обидно. Он обижается на вас, он постоянно вас как будто бы материт, либо во всех своих бедах в жизни винит именно вас. И только говорит: все она, вот если бы не она, если бы она меня, дурачка, терпела, либо если бы она меня, дурачка, простила, я бы сейчас жил, как сыр в масле катался, да, как у царя за пазухой. Но поскольку она такая умная, проницательная, прозорливая, спалила меня, да, на моих изменах, либо на моих там всяких гульках, то, что я там таскался, да, и прогнала, вот теперь у меня все рухнуло. Значит, девочки, живет он сейчас очень плохо, и вот эта женщина, которая рядом с ним, кошка, она всю крошку у него уже там выпила, выцедила. Он весь поцарапанный ходит. Может быть, она его бьет. Может быть, она постоянно его там, не знаю, обзывает, оскорбляет и все с него требует. И вот он ничего умного не придумал, как во всех своих превратностях судьбы обвинить вас. Зачем он за вами следит? Во-первых, он обижен. Ему очень хотелось бы верить, что без него ваша жизнь вот просто рухнула в один момент. И вы такая сидите у разбитого корыта и страдаете, да, ревете, как белуга, и такая: о, ты меня бросил, ты от меня ушел, и теперь нет ни счастья в жизни. И свет погас в оконце, и вообще такая горемыка горемычная никому не нужна. Вот он на это надеялся. Но поскольку этого не произошло, он такой: что? Как? Почему? Вот. Ему очень интересно, почему вы не страдаете, почему вы по нему не убиваетесь, почему вы за ним не приходите, почему на коленях не ползаете и не пытаетесь его вернуть. Вот. Мало того, у кого-то из вас отыграется, что у вас уже новые отношения, и он такой: посмотрим, насколько тебя хватит. Да, этот новый тебя бросит, поиграет и бросит. Вот. А этот новый, видите ли, не бросает. Да? У вас хорошие отношения, вы встречаетесь, вы любите друг друга, либо уже вместе проживаете, может, замуж уже давно вышли, детей родили. И он такой: как, когда же все это произойдет? Почему-то он уверен, что он такая цаца, что он такое ясное солнышко, что вы по-любому не можете о нем забыть, и что вы ни с кем другим счастье свое не найдете. Вот. И еще вижу его желание, но оно и тайное, и явное, но он его не произносит.
вернуться к вам. Вот просто вот самому прийти и сказать: я ваш навеки, душой и сердцем. Встречайте, принимайте, любите, обожайте. Вот. Но понятно, что это невозможно. Понятно, что вы этого не захотите. Если бы хотели, вы бы его не прогнали, правильно? Вот. Если было бы что прощать, вы бы простили. Ну, потому что девушка, вы добрая, я сразу это вижу. Вот. И он все никак успокоиться не может. И чем хуже у него жизнь, чем она беспокойнее, чем она проблематичнее, болезненнее, тем он тщательнее следит за вами, наводит справки, общается с вашими общими друзьями, знакомыми. Вплоть до того, что даже может прогуливаться неподалеку от вашего дома. То есть посмотреть, как вы там без него страдаете, либо как вы плохо выглядите, или еще о чем-то, да, вот хочется посмотреть. Но то, что он видит, его явно расстраивает, потому что вы сейчас в самом расцвете сил, вы очень похорошели за последнее время, видно, вы собой занимаетесь, либо, действительно, девчонки, жизнь меняется, и время, и медицина, и косметология не стоит на месте. Вы как бы берете, да, от жизни берете, от медицины берете, от косметологии берете, вы собой занимаетесь, вы за собой ухаживаете. Плюс нервы вам никто не дрепит, соответственно, у вас меньше нагрузка на нервную систему, и опять же от этого вы тоже лучше выглядите. Кто-то из вас похудел, кто-то из вас наоборот набрал, но вы просто в самом соку, по-другому тут и не скажешь. И вот он так смотрит и завидует, и думает: блин, как же так, да, как же так? Рвете вы, девочки, ему душу и сердце, но этот мужчина, он сам себя загонит, вот честно вам говорю, у него уже внутри горит. Может быть, он уже чем-то начинает заболевать, либо заболел, либо нервная система истощается. Горит, просто горит. Вижу, что он на какой-то необдуманный поступок пойдет и опять же будет винить вас, чтобы вы были к этому готовы. Хотя вы тут совершенно уже давным-давно ни при чем. Вот. Не может он смириться, не может он забыть. Обида, желание вернуть вас, вернуться в ваши отношения, вернее, в отношения с вами. И хочется ему увидеть ваш крах. Но он этого точно не увидит. Скорее, это вы увидите его крах. Вот. Хотя не вижу, чтобы вы им там сильно интересовались, и давно уже все угасло, потухло. Для вас это просто человек. Вы даже, наверное, и не обижаетесь на него. То есть так махнули рукой, думаете: просто пройденный этап. Да? Пройденный этап, и жалеть о чем-то, вспоминать, плакать не стоит. Да, но этому мужчине сейчас очень плохо. Дальше. Чуть выше показывают женщину Скорпиона. Может быть, она по знаку зодиака Скорпион, а может быть, она по сути Скорпион. Очень ядовитая, токсичная особа. Женщина, которая с вами конкурирует, либо считает, что вы ее конкурентка. Женщина, которая либо на работе у вас, либо где-то в кругу общих знакомых. Токсичная, противная, постоянно пытается вас задеть. И плюс еще вижу, что она старается быть вашим зеркалом. То есть она многое за вами повторяет. Она может покупать такую же одежду, как у вас. Она может такой же макияж носить, выкрасить волосы в ваш цвет. Также она может вас копировать в манере разговора, в манере поведения. Ума не ма, да, считай калека. Вот. Она за вами подслеживает с той целью, чтобы что-то у вас новенькое перенять, чему-то у вас научиться, что-то у вас там копирочкой скопировать. Вот. Тут и в жизни она за вами следит. У нее вы вообще номер один в разговорах. То есть она очень часто о вас говорит, причем она вас осуждает, она о вас сплетничает. И вот с кем бы она там где ни встретилась, с кем бы ни начала разговор, всегда всплываете вы. Она на вас начинает жаловаться, либо начинает вас обсуждать. Дурочка, тут ничего не поделаешь, тут даже и лечиться не поможет. Просто глупая женщина, своей жизни нет, либо не хватает ума свою жизнь построить, поэтому она за чужими жизнями подсматривает. Вот. У кого-то еще из вас отыграется, что с этой женщиной, возможно, вы конкурировали за одного мужчину. Либо в недавнем прошлом, либо в давнишнем, либо сейчас конкурируете. То есть, грубо говоря, она уже не конкурентка, а соперница.
Вот. Понимает, что она по всем статьям вам проигрывает, но старается вот этот свой хвост, не хвост, жало свое, да, держать трубой. Ну, типа, я опасная, я могу пойти на опасные вещи. На самом деле пустое место, ничего она из себя не представляет. Все, что она может, это осуждать, сплетничать и угрожать. Все. Ничего другого не может, не способна, не умеет и, в принципе, побоится, не пойдет. Вот так я вам скажу. Женщина может вам там грозить чем-то, какие-то страшные адские муки насылать на вашу голову. Ну, типа, я тебе сделаю, да, я тебе там порчу наведу, еще что-то делаю. Но это все пустое, это все ни о чем, и это смешно. Вот. Так что и не слушайте, и так махните на нее рукой. Для нее это будет самым страшным, да, если вы не станете слушать, махнете рукой. То есть не испугаетесь. Как-то в жизни вам не повезло, да, что она на вашем жизненном пути оказалась. Ну да ладно, на глупых, на больных не обижаются, правильно? И мы не будем. Так, и еще. Здесь вы недавно с кем-то познакомились. Знакомство могло быть и совершенно случайным, просто на улице. И также могло быть знакомство в кругу, в общем кругу друзей, либо родственников. Ну вот с кем-то вы познакомились, на человека произвели невероятное впечатление. И сейчас этот человек, ведомый этими ощущениями, этим зовом, да, симпатией, пытается как можно больше собрать о вас информации. Кто вы, что вы, с кем вы, где вы. Да, вот по максимуму, да, по максимуму хочу про нее все знать. Человек очень милый, добродушный и немножко такой, знаете, скромный. Скромный, застенчивый мне идет. Вот. Когда вы общались, он не решился на какие-то более конкретные шаги, либо на какие-то более конкретные предложения. А теперь жалеет об этом, сам себя успокаивает тем, что нет, я должен подготовиться, я должен все про нее узнать, а уж потом, да, что-то предлагать. Ну, в таком ключе. Я так понимаю, штудирует социальные сети и также, возможно, расспрашивает, пытает всех ваших общих знакомых. Но опять же, если вы на улице познакомились, то, наверное, в соцсетях ищет. Если вы познакомились через кого-то у кого-то, то этих людей о вас расспрашивает. Я не могу сказать, что он за вами следит и наблюдает, но он пытается по максимуму о вас узнать. Вот это мне идет. Так, и еще на работе. Скорее всего, на работе к вам кто-то явно присматривается. Кто-то видит ваш потенциал, понимает, что вы способны на большее и пытается прицениться, насколько большее вы способны. Вообще, в принципе, да, что можно вам доверить, поручить. Здесь наблюдение, оно все-таки плюсовое идет. То есть, возможно, на горизонте перспектива карьерного роста, либо улучшение ваших взаимоотношений с непосредственным начальником, либо с вышестоящим начальником. Ну и у кого-то из вас отыграется, что, допустим, мужчина-начальник к вам неровно дышит. Вот, за вами подслеживает, с кем вы там на работе общаетесь, с кем обедаете, с кем домой уходите. Да? Хотелось бы узнать, что у вас там в личном. И вообще, в принципе, да, что вам нравится, что вам интересно. Я так понимаю, что ухаживать начнет. Вот. Если еще не ухаживает, то, скорее всего, начнет. Прям очень нравитесь. Он, когда вы мимо проходите, он всегда вас взглядом провожает. Такой, мечтательный такой взгляд у него по отношению к вам. Так, еще. У кого-то родители следят за вами. Мама, папа, не знаю, бабушка, дедушка, старшие братья, сестры. Вы знаете, здесь так показали, что вы очень гордый человек, что вы никогда ни у кого ничего не просите и никогда ни на что не жалуетесь. То есть, если есть проблема, то вы ее сами решаете. И если какая-то нужда, то вы никогда не попросите, вы лучше откажетесь, либо пояс потуже затянете, но никогда ни у кого просить не будете. И вот ваши родственники об этом знают. Их это очень сильно смущает,
Они просто откровенно не понимают, почему вы это делаете, и хотят, но все-таки участвовать в вашей жизни, и не хотят, чтобы у вас были проблемы, либо какие-то дефициты, нужда какая-то была. Вот. И хотят все знать с целью вам помогать, с целью выручать, с целью приходить в нужный момент. Вот. Но опять же, вы очень мало о себе рассказываете, очень мало. Крайне мало они о вас знают, либо крайне мало знают о вашей жизни. То есть в каких-то общих чертах, но не более того. Но поскольку вы родные люди, конечно же, интересно. Интересно, что там у вас происходит. Вот. И вижу, что наблюдают, вижу, что и с соседями вашими, скорее всего, общаются. И если у вас есть ребенок, то ребенка могут допрашивать, что там, как там, с кем там, когда, где. Вот. Есть такое. Есть. И, это такая, знаете, любовь с целью защитить, помочь. Вот. Не обижайтесь на своих близких и позвольте им чуть больше знать о вас, чуть больше знать о вашей жизни. Так им будет гораздо спокойней. Венце показывает человека, с кем вы не общаетесь, причем вы могли и поссориться, и просто разойтись в жизни, да, интересы могли разойтись. Мне почему-то кажется, что вы с этим человеком дружили. Здесь какие-то либо дружеские, либо деловые отношения были. Давно это было, много времени прошло. Этот человек где-то далеко от вас находится и, скорее всего, в соцсетях следит за вами, за вашей жизнью. Но здесь человеку просто интересно, как вы живете, что с вами случилось, какой сейчас образ, уровень у вас в жизни. Но человек не решается вам написать. Может быть, у вас там разные часовые пояса, может быть, некрасиво расстались, да. Человек смотрит на ваши фотографии, и улыбка такая добрая на лице. Да? Человек вами восхищается. Какая вы умничка, молодец, как вы расцвели, как вы на ноги встали. Да? Вот в таком ключе. С добрыми помыслами человек смотрит на ваши фото и изучает ваши посты в социальных сетях. Знаете, как будто бы вместе с вами проживает, но заочно. И за вас очень рад этот человек. Да, может быть, и женщина, и мужчина. Очень далеко от вас находится. Единственное, что здесь показано, что не сейчас, но через какое-то время у вас с тем далеким человеком судьбы пересекутся. И еще раз пересекутся. Вот, то есть это уже как данность, неизбежность. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.